Казахским преданиям сын князя Едигея Нур-ад-Дин был похоронен в Башкирии, в разных частях которой и поныне местные жители покажут вам могилу Батыра Мурадыма. Нур-ад-Дин – сын Беглербека Едигея, основателя мангытского юрта, на основе которого возникла Ногайская Орда. В XVI веке его имя превратилось в титул Нурадын, который давался правителю левого крыла Ногайской Орды. В башкирском фольклоре данный титул трансформировался в имя Мурадым. Ногайский эпос «Едигей» в разных вариациях имеется и у башкир, и у казахов, и у крымцев, и каракалпаков, то есть у тех народов, которые, если так можно выразиться, разделили наследство Ногайской Орды. Что касается татарского варианта сказания, то он не имеет никакого отношения к Казанскому краю. Он был записан фольклористом Наки Исанбетом в Абзелиловском районе Башкортостана, то есть на территории проживания представителей башкирского рода Тамьян, обычно отождествляемого с ногайским родом Тама. В башкирском сказании «Чура-Батыр» есть строки: «Если кречету белому подобен я, если горы Урала родина моя, если совру, пусть растет бурьян на могиле отца, что из рода Тамьян. Если спросите меня, кто я сын Нарыка, Батыр Чура». Если князь Едигей основал мангытский юрт, то его внук Муса считается подлинным основоположником Ногайской Орды. Он прочно обосновался на башкирских землях. В башкирском сказании «Мамай» ногайский мурза шейх Мамай говорит: «У истоков Идели гора Иремель, то отца моего Мусы колыбель, у истоков Яика дремучий есть лес, там на летних кочевьях бывал мой отец. Биштамак и Кизил и Ойсюк всюду там, каждый год мой отец Муса зимовал». В ногайской версии того же самого Дастана окрестности горы Иремель также упоминаются как место стойбища Мусы-бея. В этот период ногайцы и башкиры вместе ходили в лихие набеги на соседние страны. К середине XVI века Ногайская Орда вступила в полосу тяжелейшего политического кризиса, связанного с внутренними и внешнеполитическими проблемами, с которыми тогдашний ее правитель Исмаил-бей не сумел справиться и привел собственное государство к полному краху. Все это уже относится к области истории. Однако как живут современные ногайцы, потомки великих завоевателей? Разбросанные по территории нескольких регионов России, ногайцы долгое время были разобщены и не имели друг с другом налаженных коммуникаций. Это очень мешало не только сохранению своей культуры, но даже национальной идентичности. К примеру, в советское время существование астраханских ногайцев категорически отрицалось. Всех их записывали в мифические астраханские татары. Категорически, что ли, запрещал даже. Айтпаға біз ноғай деп. Біз коренной ноғайлар деп аталамыз. Программа бойынша, мектептің программа бойынша, бізді татар тілін оқытуға есебем. Неге десең, біздің ноғай населениесі саны бойынша біз аз халық деп саналамыз. Соның үшін бізді де татарша оқытып, и паспортный данные Хрущев мезгілде әлі